Закупаем лом черных и цветных металлов по высоким ценам. Оплата сразу. Кахем 94, район аптека управления. 923 384 38 78. Здравствуйте, это программа «Патруль» и я, ее ведущая Анастасия Маслова. Подросток за рулем. К чему это привело? ДТП на тротуаре, фура с контрафактом и, конечно, обсуждаемые в сетях происшествия, случившиеся за пределами Тувы. Обо всем по порядку. Начну выпуск с трагедии, которая произошла в окрестностях села Целинное. На Священной горе в людей ударила молния. 1 человек погиб на месте, еще 3 ранены. По неподтвержденным данным, в момент удара 37-летний мужчина разговаривал по мобильному телефону. От полученных ранений он скончался на месте. Также травмы различной степени тяжести получили 3 находившихся рядом людей. 24-летний молодой человек и 42-летняя женщина были госпитализированы с ожогами, а еще 1 человеку порекомендовали провести амбулаторное лечение. Серьезное ДТП в центре Кызыла. 12 апреля в дневной час пик отечественное авто сбило девушку. Причем авария произошла не на проезжей части, а на тротуаре. Вот автомобили, двигаясь по улице Комсомольска, пересекают перекресток на зеленый сигнал светофора и по каким-то причинам заезжают на тротуар, где сбивает человека. Состояние женщины какое? Средней степени тяжести. Давление понижено 90/60. Травматический шок. Ушиб костей таза, не исключается перелом, и СГМ обязательно, голова кружится, СГМ. Виновник ДТП утверждает, он просто не успел среагировать на дорожную ситуацию. Когда мы ездили вот с этого Карадела, документ передали, сюда когда ездили, но резко остановить не успели, поэтому получился так. Не остановился водитель и после того, как сбил человека. Проехав несколько метров, выезжая с тротуара, он попал в еще одно ДТП. Совершил дорожное транспортное происшествие, наехал на пешехода, идущий по тротуару, улица Комсомольская, и после того автомашина наехал на стоящую автомашину около тротуара. Предположительно, водитель отечественного авто пытался скрыться. Задержать его помогли очевидцы случившегося. Это доказывают кадры любительской съемки. Как сообщили в ГИБДД, мужчина был лишен права управления в прошлом году, поэтому садиться за руль вообще не должен был. Виновника двойного ДТП отправили на медицинское освидетельствование. По факту аварии проводится предварительная проверка. А в Аверском районе в ДТП попал 13-летний подросток, который сел за руль ВАЗа 12-й модели. Вы не ослышались. Более того, управлял машиной мальчик ночью. По предварительным данным, 13-летний житель села Хандагайты не справился с управлением, и машина перевернулась. В результате дорожно-транспортного происшествия подросток получил сотрясение головного мозга и ушибы мягких тканей головы. С места ДТП его госпитализировали в больницу. Как выяснилось, транспортное средство принадлежит родственнику несовершеннолетнего водителя, который поясняет, что мальчик сел за руль без разрешения. По факту ДТП проводится проверка. Также в настоящее время решается вопрос о привлечении законных представителей несовершеннолетнего к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по воспитанию детей. И о еще одной аварии в Тандинском районе. Только там все закончилось трагично. Кызылчанин не справился с управлением Тойоты, и машина опрокинулась в кювет. Мужчина погиб на месте. По предварительным данным, дорожно-транспортное происшествие произошло из-за того, что водитель не учел дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Сейчас узнаем, сколько всего аварий с пострадавшими произошло в республике за неделю. Официальная сводка ГИБДД. С 11 по 17 апреля в республике зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погиб 1 человек, 12 пострадало. За неделю в Туве инспекторы задержали 85 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Из них 4 автоледи. Далее о происшествиях, случившихся за пределами Тувы. Вот что обсуждали в социальных сетях на минувшей неделе. Смотрим. Трагическая авария на трассе Р-255 Сибирь. Это Рыбинский район. Там Nissan Murano на встречной столкнулся с бензовозом Мерседес. В результате происшествия 3-летняя дочь водителя, которая находилась на заднем сидении без детского удерживающего устройства, от полученных травм скончалась на месте. Мать ребенка, которая находилась в качестве пассажира на переднем сидении, с тяжелыми травмами была госпитализирована в больницу, но спасти женщину у медиков не получилось. Водитель скончался в автомобиле скорой помощи при доставлении в медучреждение. Водитель же бензовоза не пострадал.
Оторвавшееся колесо грузовика едва не привело к трагедии в Брянской области. По словам авторов видео, все произошло ранним утром. Машины ехали в потоке. Неожиданно колесо впереди идущего грузовика решило двигаться самостоятельно, отдельно от машины. Водитель потерял управление, и автомобиль перевернулся в кювет. Очевидцам с трудом, но удалось вытащить людей из кабины грузовика, пишет автор публикации, и добавляет, что пассажир грузовика получил легкие ушибы и ссадины, а водитель не пострадал. И 4 пассажирских мест мало. В Омске люди, ехавшие ранним утром на работу, увидели необычную картину. Отечественное авто двигалось по проезжей части с девушкой на крыше. Как пишут авторы публикации, видимо, у кого-то ночь удалась. Вот только видео этим заинтересовались не только активные пользователи социальных сетей, но и инспекторы ГИБДД, ведь водитель нарушил правила перевозки пассажиров. Наказали ли его за это, неизвестно. Если вам есть о чем рассказать, делитесь информацией в нашей группе ВКонтакте «Тува в объективе». Более 3000 литров спиртосодержащей жидкости изъяли полицейские Кызыла. При проверке оперативной информации оперуполномоченными отдела экономической безопасности и противодействия коррупции и инспекторами ДПС на улице Фрунзе была остановлена грузовая автомашина, перевозившая контрафакт. Из большегруза стражи порядка изъяли 3000 литров спиртосодержащей жидкости в 10-литровых пластиковых тарах с надписью «Этиловый спирт», 2800 бутылок косметического лосьона «Боярышник» объемом по 100 мл и 2744 бутылки лосьона Vita Sept тем же объемом, без каких-либо сопроводительных документов и свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Изъятая спиртосодержащая жидкость направлена в экспертно-криминалистический центр МВД по Республике Тыва для проведения соответствующих экспертиз и исследований. Еще более 3000 бутылок контрафактного спиртного полицейские изъяли в Бурунхемчикском районе. Инспекторы ДПС для проверки остановили Митсубиси под управлением жителя Абакана. В ходе досмотра транспортного средства сотрудники полиции обнаружили 262 коробки алкогольной продукции различных наименований. Выяснилось, что мужчина перевозил 3644 бутылки виноводочных изделий без акцизных марок и сопроводительных товарно-транспортных документов. В настоящий момент по данному факту правоохранительными органами проводится проверка. Соответствующее процессуальное решение в отношении гражданина, перевозившего контрафактную алкогольную продукцию, будет принято после проведения экспертизы. Это все на сегодня. Стали очевидцами какого-либо происшествия? Звоните нам или присылайте информацию на электронную почту. Контакты на ваших экранах. Увидимся в программе «Патруль» ровно через неделю. Берегите себя и своих близких. До свидания.